С наступлением долгожданного и великого месяца Рабиуль-Ауаль мы радуемся приятному событию – рождению наилучшего из людей Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Он родился в городе Мекка. Он был из благочестивого рода Курайш. Его родословная доходит до пророка Исмаиля. Его мать Амина, дочь Вахба, забеременела в первую ночь месяца Раджаб. С началом ее беременности она увидела знамение, слышала, как ангелы восхваляли Аллаха вокруг нее. Пророк Мухаммад родился в год слона. Именно в тот год военачальник Эфиопии Абраха со своим войском напал на арабские страны. По воле Аллаха Всевышнего появились стаи птиц, которые уничтожили всю его армию. При рождении пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям появился свет, который осветил восток и запад. В день его рождения погас огонь огнепоклонников, который не гас тысячи лет, и высохло озеро Сава, являвшееся местом тирании. Содрогнулся трон короля Кисра, и в его зале упали 14 больших колонн. Дорогие верующие, мусульмане уже сотни лет собираются для празднования этого события. В этот благословенный месяц мусульмане рассказывают биографию пророка, саллаллаху алейхи вассалям, читают священный Коран, читают красивые, смягчающие сердца стихи и читают аяты священного Корана. Ведь самые лучшие слова в адрес благородного пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это слова, сказанные в Коране. Воистину, ты обладаешь высокой, почетной нравственностью. Аллах Всевышний повелел нам относиться с уважением по отношению к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. В одном из аятов сказано: «Те, которые уверовали, поддерживали в победе и относились к нему с уважением, следуя по его пути, счастливые в конце света». Когда люди собираются отмечать день рождения пророка, то это благочестивое деяние. Первый, кто начал отмечать Маулид, это король Ирбиля Музаффар. Он собирал людей, и они вспоминали истории о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Все ученые и богобоязненные люди одобрили это благочестивое деяние и хвалили того, кто ввел это новшество. В хадисе сказано: «Какой бы мусульманин ни призвал на меня благословение, ангелы обязательно станут призывать на него такое же благословение, какое он призвал на меня». Так пусть же раб Аллаха делает это либо мало количество раз, или же делает это много. Приводится также в другом хадисе о том, что однажды сподвижники увидели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, радостным и улыбающимся. Они сказали: «О посланник Аллаха, мы видим тебя радостным». На что он сказал: «Как же мне не радоваться? Ведь Джабраиль, мир ему, сообщил мне: кто один раз произнесет мне салават, тому Аллах окажет милостей в 10 раз больше». И если люди собираются вместе, чтобы говорить о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы читать Коран, чтобы слушать наставления знающих и получать знания о своей религии, в этом никак не может быть что-то запретное. А кто отрицает Маулид, то его мнение противоречит единому заключению большинства ученых и не совпадает с убеждением праведных предшественников саляфу салих, так как никто из них не выражал своего недовольства при появлении какого-либо доброго новшества. А что же говорил сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, о своем дне рождения? Как мы знаем, посланник Аллаха родился в понедельник, и однажды его спросили о его посте в день понедельник, и он ответил: «В этот день я родился, в этот день я стал пророком, и в этот день на меня снизошло откровение». Это означает, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отмечал свой день рождения и придавал ему особое значение, постясь в этот день, а Всевышний Господь отметил этот день, ниспослав откровение именно в этот день, в который родился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Всевышний сказал: «Воистину, посланник Аллаха для вас является прекрасным примером, чтобы следовать по его пути».
Просим у Всевышнего Аллаха спасения и защиты для нашей религии от неправильного толкования и искажения. Хвала Аллаху, который даровал нам быть последователями величайшего из пророков и посланников, получившего откровением самую последнюю из небесных книг Священного Корана. Просим также Всевышнего Аллаха даровать еще больше величия и почета пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Саллаллаху аля Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям.